Русский язык. Первый класс. С кыргызским языком обучение. Тема урока. Буквой F. Согласный звук Ф. Цели урока. Познакомиться с новым согласным звуком Ф и буквами F. Характеризуют звуки Ф. Учит правильно произносить звуки и слова со звуком Ф. Сравнивают большую и маленькую печатную и письменную буквы F. Выполняют буквенно-звуковой разбор слов со звуком Ф. Развивают устную речь, логическое мышление, внимание и память речи. Здравствуйте, дорогие мои дети! До этого вы познакомились всеми буквами и звуками русского алфавита. Но кроме одного. Сегодня ознакомитесь последней буквой F. У нас сегодня не обычный урок, а урок путешествия. Чтобы сегодня попасть во Францию, на уроке все должны быть активными. Давайте, ребята, сначала планируем наше путешествие. План путешествия. Первое. Торжественно подготовимся к путешествию. Второе. Чтобы попасть во Францию, мы должны изучать новую информацию. Третье. Полетим во Францию. Четвертое. Возвращаемся домой. Пятое. Подведем итоги по путешествию. Ребята, начнем урок путешествия с исполнением гимна Кыргызской Республики. Балдар, саякатыбыздын планы. Биринчи, салтанаттуу түрдө саякатка даярданабыз. Экинчи, Франция өлкөсүнө баруу үчүн адегенде жаңы маалыматтар менен таанышабыз. Үчүнчү, Франция өлкөсүнө учабыз. Төртүнчү, үйгө кайтабыз. Бешинчи, сабак саякатыбыздын жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүнкү сабак саякатыбызды Кыргыз Республикасынын гимнин ырдоо менен баштайбыз. Давайте все вместе споем гимн Кыргызской Республики. Два кольца соединим, в центре палку прикрепим. Отгадайте, чей портрет? Буква F, сомнений нет. Посмотрите, ребята, как выглядит буква F. Большая буква F и маленькая буква F. Это печатная буква. Давайте, ребята, произносим буквы F.
как она звучит. Ф, Ф, Ф. Молодцы, ребята. А это письменная буква F. Заглавная буква F и строчная буква F. Бул балдар Ф тамғасының жазма белгісі. Біз аны Ф-ның баш тамғасы жана Ф-ның кичине тамғасы деп айтабыз. Келгіле балдар, Ф тамғасын айтып үйренеміз. Ал қандай болады? Ф, Ф, Ф. Молодцы, ребята. Прочитаем слоги с буквой F. Фа, Фо, Фу, Ф, Фе. Аф, Оф, Уф, Эф, Эф. Фи, Фе, Фё, Фю, Фя. Ив, Ев, Ёв, Юв, Яв. Еще раз, ребята. Фа, Фо, Фу, Ф, Фе. Аф, Оф, Уф, Эф, Эф. Фи, Фе, Фё, Фю, Фя. Ив, Ев, Ёв, Юв, Яв. Молодцы, ребята. Буквы все как на подбор. Всех их 33. В каждом слове их найдешь. Ну-ка посмотри. Ребята, произносим слова с буквой F. Повторяйте за мной. Балдар, Ф тыбышы қатышқан сөздерді тура айтып үйренеміз. Менің артымдан қайталағыла. Фрукты, фартук, портфель, туфли, сейф, пуф, кофе, кефир, кофта, телефон, шарф, шкаф, штраф, жираф. Молодцы, ребята! Буквы F обозначают два звука. Ф – согласный, глухой, парный, твердый. Фи – согласный, глухой, парный, мягкий. Начертания печатное и письменное, большие и маленькие. Это вы видите на картинке. Позиция в алфавите 22 с начала, 12 с конца. Демек балдар, Ф тамғалары эки тыбышты билдирет. Биринчиси үнсүз, түгөйлүү, жоон, каткалаң. Үнсүз, түгөйлүү, жоон, жумшак. Ф тыбышы басма жана жазма түрүндө чоң кичине болуп белгиленет. Сүрөттөн силер аны көрүп турасыңар. Алфавиттен башынан 22, аяғынан 12 орында турат. Как различать мягкие и твердые согласные звуки? Согласные звуки в разных словах звучат по-разному. Где-то твердо, а где-то мягко. Как и многие согласные буквы, и буква F звучит и твердо, и мягко, в зависимости от того, какая буква стоит в слове после нее. На письме твердость согласных звуков обозначает гласными буквами А, О, У, Э. А мягкость согласных звуков обозначает гласными буквами Е, Ё, Ю, Я, И. Үнсіз тыбыштар ар кандай сөздөрдө бирде жумшак, бирде каткалаң болот. Башка үнсіз тыбыштарда эле Ф тыбышы өзүнөн кийин келген тыбышка карата айтылат. А, О, У, Э тыбыштарынан мурда келсе каткалаң, ал эми Е, Ё, Ю, Я, И тыбыштарынан мурда келсе жумшак айтылат. Ребята, приготовьте тетради и ручки, научите писать буквой F. Балдар, дептер ручкаңарды даярдагыла, Ф тамгаларын жазганды үйрөнөсүңөр.
Ребята, вот и скоро путешествуем. Только нам надо выполнять еще несколько заданий. Обратите внимание на первую задание, страница 73. В каких словах звук «ф» мягкий? Франция, конфеты, фильм, фонарик. Балдар, «ф» тамғасы жұмшақ айтылған сөзді тап, дептерімізге жазамыз. В слове «Франция» и «фонарик» буквой «Ф» твердые, а в слове «фильм» и «конфеты» буквой «Ф» мягкие. Запишите слова «фильм» и «конфеты» в тетради. Ребята, как вы сами знаете, это светофор. На кыргызском языке жолчырак. В путешествии нам надо очень хорошо знать знаки светофора. Давайте вспомним. Красный свет – стой, желтый свет – внимание, зеленый свет – иди. Теперь разберем слово светофор. В слове светофор слогов 3. Светофор. Букв 8, звуков тоже 8. Ударение падает на третий слог. Транскрипция светофор. Балдар, біз саяхатқа шыққанымызда жолчырақты абдан жақсы білуіміз керек. Келгіле анын белгілерін естейбіз. Қызыл түс тоқто, сары түс даярдан, жашыл түс уруксат. Бұл сөзде 3 муын бар. 8 тамға 8 тыбыш бар. Басым 3-ші муынға ташталат. Айтылышы светофор. Продолжаем звукобуквенный разбор слова светофор. С согласный, глухой, парный, твердый. В согласный, звонкий, парный, мягкий. Е гласный, безударный. Т согласный, глухой, парный, твердый. О гласный, безударный. Ф согласный, глухой, парный, твердый. О гласный, ударный. Р согласный, звонкий, непарный, твердый. Ребята, мы достаточно ознакомились с буквой F и звуком Ф. Настало время путешествовать во Францию. Это Федор. Он тоже хочет полететь с нами в Париж. Париж – это столица Франции. Ребята, в Париже есть замечательный, знаменитый парк Диснейленд. Мы сразу полетим в парк Диснейленд и немного там отдохнем. Вы все заслужили отдохнуть в парке Диснейленд. Хорошо отдохнули ребята в парке Диснейленд? Молодцы!
Пока мы были во Франции, друг Федора скучал по нему. Давайте прочитаем, как он скучал. Федор улетел во Францию. Я очень скучал. И вот он вернулся. Федор рассказал о Франции, показал фотографии, подарил мне фонарик. Мы ели конфеты, пили фруктовый сок, смотрели фильмы. Летая в самолете во Францию, по дороге мы встретились с такими городами, название которых начинается с буквой «Ф». Город Фергана, цветущий город, расположенный на крайнем востоке Узбекистана. Город Фетхие, один из самых красивых курортов в Турции. Город Фатима, находившийся в холмах Португалии. Город Флоренция, гордость Италии, один из самых красивых городов мира. Запомните эти названия городов, ребята. Также имена, фамилии, названия городов и животных всегда пишутся с заглавной буквой. Балдар, адамдардын, шаарлардын, жаныбарлардын аттары баш тамга менен жазыларын унутпагыла. Также в самолете вместе с нами полетели фигуристы, физиотерапевты, физик, филолог и финансист. Ребята, запомните название профессий, которые начинаются с буквой «Ф». По дороге мы ели финики, фисташки, фундук, фалса и фейхоа. Ребята, запомните название фруктов с буквой «Ф». Ребята, отгадаем загадку. Кто волшебницу узнает? Над землей она летает, чудеса творит, умея, всем в беде поможет фея. Этот глаз особый глаз, быстро взглянет он на нас, и появится на свет самый точный наш портрет. Фотоаппарат. Стоит в саду среди пруда столбом серебряным вода. Фонтан. Дом стеклянный пузырек, а живет в нем огонек. Днем он спит, а как проснется, ярким пламенем зажжется. Фонарь. На солнечной опушке в траве стоит она, лиловые ушки тихонько подняла. И тут поможет нам смекалка, все зовут цветок фиалка. Я люблю его смотреть, очень нравится болеть и кричать всем вместе: гол! Лучшая игра — футбол. Учим скороговорки. Фаня в гостях у Вани. Ваня в гостях у Фани. Флот плывет к родной земле, флаг на каждом корабле. Попробуем повторить скороговорку быстро. Фаня в гостях у Вани. Ваня в гостях у Фани. Флот плывет к родной земле, флаг на каждом корабле. Домашнее задание. Прочитать текст на странице 73. Федор был во Франции. Написать по 2 строка большую и маленькую букву «Ф». Самостоятельно написать мужские, женские имена и названия животных на букву «Ф». Выучить наизусть скороговорку. Тапшырма. Китептің 73 бетіндегі тексті оқуғыла. Дептеріңерге «Ф» тамғасының баш жана кичине тамгаларын 2 катардан жазгыла. Өз алдынча «Ф» тамгасы менен башталган
Адамдын жана жаныбарлардын аттарын жазгыла. Жаңылмачты жаттагыла. Ребята, я думаю, что вы сегодня на уроке все были активными. Молодцы, ребята! Урок вела учитель русского языка и литературы Ниязалиева Ирсалат Сайфиевна. Урок окончен. Спасибо всем за внимание. До свидания, дорогие мои самые умные ученики. Сабақ соңына чыкты. Көңіл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула менин эң акылдуу, сүйүктүү, кичинекей окуучуларым.